Уникальные кадры «Святая святых» Бурятского театра драмы накануне спектакля. Актеры вживаются в роли поющих камней. Позади осенняя премьера и непростые гастроли по Забайкальскому краю, но уже привычная история на сцене всякий раз должна звучать по-новому. Тем временем в зале не видно свободных мест, и после третьего звонка поднимается занавес. Вот еще один уникальный момент. Исполнительница главной роли Лосолма Протасова словно уходит в другое время. В общем-то, это уже и не Лосолма, а юная Шайжит Хатан. Кто-то исполняет главные роли, кто-то второстепенные, а многие и вовсе весь спектакль ходят и стоят на общем фоне, но в каждом образе, независимо от места в истории, угадывается конкретный герой. Иначе говоря, массовка в спектакле живет. Скажем больше, идейная нагрузка в равной мере как на исполнителях главных ролей, так и на массовке. Зрители обескуражены и в начале спектакля по привычке пытаются уловить суть. Им еще не доводилось видеть такие спектакли. «Поющие камни» – творческий эксперимент Саяна и Сайжины Жамбаловых. Отец и дочь, и театральные режиссеры, и драматурги, и композиторы постановки. История очень необычная, захватывающая. Шайжит Хатан действительно женщина мировая, можно так сказать. Ее история довольно необычная, интересная. И в спектакле это передано. История Хоринской степной думы в период правления Тайши Дамбадугара Иринцеева. Даже спустя 200 лет нет ни малейшего сомнения, это был выдающийся политик бурятского народа. Но в истории он остался в том числе и благодаря трагичной любви к своей супруге Шайжит Хатан. Собственно, и спектакль об этой любви. Может, хватит друг друга в чем-то обвинять, может, хватит друг друга уничтожать, потому что как раз вот эта история рассказывает о том, что 200 лет назад пришли одна религия начала уничтожать другую религию. Потом пришла другая власть, большевики, и расстреляли и тех, и других расстреляли. Потом пришло другое время, и большевиков тоже репрессировали. И я думаю, может быть, хотя бы на этом примере, может, хотя бы надо перестать относиться так жестоко. Может, надо все-таки быть гуманнее и человечнее все-таки. И смотреть не на религию и на к какой ты партии относишься, а смотреть на человека и любить человека.
таланты и поклонники, а точнее потомки и предки жителей Тугнуйской долины. Именно для них провели специальный показ спектакля «Поющие камни». Организатором показа, к слову, выступил видный общественный деятель, академик Владимир Цыбекдаржиев. Он же привез на спектакль и одного из потомков – Шайжит Хатан. «Поющие камни» – это история о том, как предрассудки могут разделить единый народ, отмечает академик Цыбекдаржиев. Но любые ошибки можно исправить, пока у нас есть общая история.